Фильм есть 2012 года. Там рассказывается как раз певцы, оперные певцы уже в возрасте. И там, оказывается, у них есть специальный дом, дворец целый. И их содержат там. Всех певцов, музыкантов. Ну, как-то мне, я не понял, я выключил и не досмотрел. Ну, мюзиклы смотрю. Например, я про котов, вот как раз я кота изображал. Там мюзикл, вот коты было, да. Я специально пошел, посмотрел, ну, это пластику смотреть там и так далее. Как бы, мягко сказать, в корыстных целях посмотреть, ну, что взять там. Есть старые фильмы, вот про великого Карузо есть, например, да, Мария Ланса есть. Не бытовое такое, да, а такое вот возвышенное, такое вот одухотворенное такое. А хочется вот за кулисами вот каждый, ну, каждый день что переживает певец, там, как сказать, когда певец, например, живет повседневной жизни, семья, там, если в семье все спокойно, гармония, там, тогда певец начинает тоже хорошо петь, делать успехи. А если, например, семейные проблемы, какие-то недопонимания, там, что человек занимается этим, поет, ничего не делает, да, например, вот тогда и певцу очень плохо становится, даже петь не может. Ну, там, конечно, детализации не хватило. Конечно, намеки есть, понятно, что помешало, вот, одними намеками только. То, что почему у нее голос пропал, вот этот вопрос. Может быть, это и хорошо, что человек должен сам подумать, что, почему это. Во-первых, нагрузки большие. Ей надо отдыхать, каждому певцу надо какие-то отрезки времени дать, чтобы человек отдыхал, когда большая нагрузка. Плюс еще психологическая нагрузка, сейчас вот я сказал, насчет семейных проблем, там, вот у него анасис, у нее, то есть, там тяжелые отношения с ними были там. И поэтому это тоже все как бы в комплексе влияет все на это. Вообще певцы должны жить во дворцах, как говорится, оперные певцы. Ничего не делать, как бы ничего не делать, а на самом деле они же поют, работают, учат партии там. Все думают, что они ничего не делают, там поют только. Вот не помню, какой-то фильм был. Там женщина, которая думает, что очень хорошо поет. А муж у нее хорошо зарабатывает, там, и очень любит, и не хочет как бы расстраивать ее. И устраивает там концерты, псевдоконцерты, там специально, чтобы ей браво кричали там, и так далее. Там. И в конце как бы получается, что ее записывают там на виниловую пластинку, потом она слушает, и она от своего пения умерла. Ну, услышала свое пение, и оказывается, вот я так плохо пела, и все, и умерла. Нет, это присуще этим, как бы, сопранам, тенорам. Вот есть у них это как бы в голосе, в характере, и у них такие партии, такие тенора, герои-любовники там и так далее, вот. А сопрано, они все время тоже, у них любовь, там это все. В психологии у них как бы есть вот эта особенность такая. Они говорят, что ой, сегодня не звучу, там это,
капризничают там, потом я не буду с этим тенором петь там, или с этой сопраной петь там. Мария Каллас, когда пела вместе с Франко Корелли, у Франко Корелли было больше оваций и так далее, успеха больше, оглушительный был. Ей это, конечно, не понравилось, Мария Каллас. И в одном месте она даже, когда они пели в следующий раз, она даже взяла его за шею. Ну, высокая нота же, брать надо. И она так, чтобы он не брал эту ноту, за шею взяла, то есть она. В книге я читал Франко Корелли, когда они пели, Борис Христов одел сапоги с большим каблуком и выше Корелли стал. А Корелли это не понравилось. Такое, они как сцепились, говорит, друг за другом, вот, сейчас вот убьют. Хотя это в либретто такого нету, говорит, там. И сцепились, чуть не убили друг друга. Два гиганта. Вот. Не понравилось? Что ты одел каблуки? И взял раскилку. Да, конечно, вот опера, это же не а точно там же из жизни вот эмоции, когда вот зашкаливает, вот это все переводится на сцену, в опере все показывается.